Добрый вечер. На ТНВ новости Татарстана. В студии Альбина Слугараева. И вот о чем расскажем сегодня. Одни колеса на другие. Задача в том, чтобы действительно задуматься, где-то отказаться от автомобиля. На что пошли казанцы в день отказа от автомобиля, расскажет Рамиль Шайдуллин. Ушел в нокаут под ударом дорожной техники. Может, что-нибудь отказала. Может, на опускание нажала, а не сработало. Что произошло с надземным пешеходным переходом в Зеленодольском районе, расскажет Динара Камалова. Старый дом лучше новых двух. Менять шило на двойное шило, это вот какие должны быть эмоции. Мы ужаснулись, когда увидели вот эти все условия. Когда аварийщикам Казани ждать новоселья, выясняла Александра Севастьянова. Именины пятнистых оленей. Яблоко вкусное, видишь? На дне рождения копытных из Красной книги побывал Салават Мухаммадуллин. Лизинг в массы, индустриальные парки в районы, промышленные площадки помогают удержать сельчан от переезда в город. Сегодня в Казани обсудили, как сделать такие производства больше и эффективнее. Более 5000 бизнесменов собрались на форум «Взгляд в будущее». Какие они горизонты прогресса предпринимательства, узнал Дмитрий Аринин. Наверное, это вот корни, то есть в плане того, что дедушка у меня был пчеловодом. Булат Минимбаев из Менделеевского района во времена новомодного майнинга решил заняться медом. Уже год мужчина, как пчелка, трудится на своей пасеке. Я вижу перспективы дальнейшего развития. И плюс хочу, так скажем, и свою внести лепту развития данного вида деятельности в нашем районе. Как помочь таким малым бизнесменам открыть большие возможности предпринимательства, и говорили на форуме. Надо показать людям, что есть история успеха, чтобы люди поверили. Но вера будет тогда, когда немножко смазать надо, немножко денег-то, немножко некие инструменты придумать. Таким инструментом, помогающим бизнесменам обзавестись современной техникой и начать свое дело, призваны стать лизинговые компании. В республике такая уже работает. По ее образу и подобию в стране хотят создать целую сеть. Они будут распределяться равномерно по территории Российской Федерации, но на конкурсной основе. Исключительно. Еще приоритетная мера поддержки бизнесменов – создание индустриальных парков. Как почитали, на таких площадках деньги идут к деньгам. На рубль вложений приходится 7 рублей инвестиций. В Татарстане уже работают 10 таких парков. Когда люди имеют заработок, у них глупых идей нет. Они занимаются делом. Особенно в сельской местности, если сезонный характер работы, чем они должны заниматься? По прогнозам, к середине этого столетия на Марсе уже должны появиться частные колонии. Но, как отмечают эксперты, до чего бы ни дошел прогресс, важно, чтобы люди сами не сидели, сложа руки. Дмитрий Аринин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Почти 12 тысяч кредиторов Татфондбанка начнут получать свои деньги уже с 29 сентября. Об этом сообщило агентство по страхованию вкладов. Всего до 28 февраля следующего года вкладчикам планируется вернуть 71 миллиард рублей. Еще почти столько же полагается 6 тысячам кредиторов второй и третьей очереди. Сегодня татарстанцы предпочли добираться до работы пешком. Республика присоединилась ко Всемирному дню без автомобиля. Акцию поддержали и обычные татарстанцы, и чиновники, и президент. На работу Рустам Минниханов пришел пешком. Были ли те, кто в офис с целым коллективом на своих двоих? Рамиль Шайдуллин оценил, опустели ли дороги городов. Маленький Туран, сам того не зная, одним из первых подключился ко всемирной акции. Он еще не водил машину, но уже понимает, что велосипед-то лучше. Я с детства своему сыну прививаю ту мысль, что велосипед — это гораздо экологичный вид транспорта, а еще гораздо полезнее для здоровья. Тренд задал лично президент. Все остальные еще только собирались на работу, а он уже выложил фото в Инстаграм. Площадь Свободы с другого ракурса. Такой звонкий звонок, но могу сказать, что на звонок наши жители пока не реагируют. О самом экологичном транспорте и культуре велоезды часами может говорить и глава Минздрава. Сегодня Адель Вафин приехал на работу на двухколесном транспорте. Считает, за ним здоровое будущее. В кругу моих знакомых есть те, которые сегодня ходят пешком, ездят на велосипеде и совсем не используют автомобиль. Главный эколог Татарстана пошел дальше. На совещании в Кабмин, на встречу в Кремль, потом в министерство. Весь центр пешком обошел. Мы прекрасно понимаем, что сокращая количество поездок, мы
действительно делаем свой личный вклад в сбережение природы, в охрану атмосферного воздуха. А так выглядело рабочее утро в самом министерстве. Машины сегодня остались дома. Кто-то у нас на велосипеде приехал, кто-то пешком, все на общественном транспорте. О всемирной акции знал весь Татарстан, но каждый в нее включился по-своему. В Альметьевске глава в отпуске, можно и на машине. А в Челнах акцию поддержал велосипедист Ильшат. Каждый, отказавшийся от поездки на автомобиле, делает вклад в развитие и благополучие окружающей среды. Тесно или просторно было в общественном транспорте. Столько ранних пташек кондукторы не припомнят. Больше. И все же лучшим другом остается велосипед. Мало того, что казанцы добирались на нем на работу, на коне они и после. И все на велопробег, где считают, что Казань идеальна для таких прогулок. Мало того, в столице от машины можно и вовсе отказаться. Чтобы сделать город чище, я считаю, надо постепенно в этом направлении двигаться. Примерно так татарстанцы дарят друг другу сутки чистоты и уважения на дороге. За день без машин никто не пострадал. Поехали! Вперед! Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Был литым, стал разводным. Сегодня в Зеленодольском районе чинили надземный пешеходный переход. Его накануне буквально снес водитель большегруза. Во сколько обойдется этот инцидент водителю и дорожникам, разбиралась Динара Камалова. Скорее всего, кто-то выгружал этот асфальт и поехал. Предположения сегодня строят как обычные автолюбители, так и коллеги водителя. Если первые склоняются к мнению, что он просто забыл отпустить кузов, то вторые считают, техника могла подвести. Может, что-нибудь отказала. Может, на опускание нажала, а не сработало. Много что может быть. Эта машина свойственно ломаться. Нормальный человек, ответственный водитель. На работу не опаздывал, приходил, машину знает. Коллеги утверждают, дорожник всегда шел правильной дорогой. За 3 года работы ни одного нарушения. Нареканий не было и в адрес наземного пешеходного перехода возле села Урняк. Однако накануне мост вынужденно развели. Именно на этом месте мост в буквальном смысле развалился на 2 части. Его основу уже восстановили. Дорабатывают лишь детали. Переход сдали в 2010-м, и спустя 7 лет такого поворота событий никто не ожидал. При проектировании и строительстве таких пешеходных мостов учитывается только нагрузка ветровая и нагрузка на пешеходов. То есть на нагрузки от удара каких-либо техники или каких-то воздействий механических не предусмотрено. Благо, на момент ЧП на мосту пешеходов не было. За повреждение дорожной конструкции водителя привлекут к административной ответственности. Штраф 1000 рублей. Динара Камалова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Зеленодольский район. С альтернативой не согласны. Противостояние между жителями аварийного дома по улице Назарбаева, Казани и исполкомом усиливается. Напомним, им предложили квартиру в поселке Юдино. Условия не устроили, к компромиссу не пришли после того, как город предложил другой вариант. Когда аварийщикам ждать новоселья? Александра Севастьянова. Вот, пожалуйста, это квартиру, которую нам в этот раз предложили. Условия по сравнению с их квартирой на Назарбаева, как говорится, шило на мыло. Это второй вариант, который казанский исполком предлагает жильцам аварийного дома. Первый был в Юдино. Там тоже потолки текли, то есть тоже ужасные условия были. В Юдино квартира без батареи и плиты, сантехника сломана. Дом на Модельной не лучше, скрипучие полы, старые обои. Опять-таки нет ни плиты, ни кранов. Пробуем открыть окна. Здесь пауки. Нет, невозможно. Даже не поворачивается ничего. Альтернативного варианта семья добивалась через суд. Но увидев вторую квартиру, поняли, что менять одно аварийное жилье на другое не готовы. Мы ужаснулись, когда увидели вот эти все условия. Мы думали, что вторая альтернатива хотя бы хоть чем-то будет лучше, но это намного хуже. Сейчас марасинские проживают в муниципальном жилье по договору социального найма. В семье их 5 человек. Общая площадь квартиры около 49 квадратных метров. Исполком предложил побольше, но подальше, в Юдино, 63,5 квадратных метра. В настоящее время недостатки, которые были обусловлены тем, что квартира на протяжении последних лет не эксплуатировалась, устранены, поскольку семья Марасинских высказывала пожелание получить жилье ближе к нынешнему месту проживания, им также предложена муниципальная квартира в Приволжском районе. Это вторичное жилье, которым располагает муниципалитет на данный момент. Остальным жильцам 35-го дома по Назарбаева предложили квартиры в Осиново и Салават-Купере. Юдино, затем Модельная, достались только Марасинским. По желанию марасинских они могут выбрать из 2 предложенных вариантов, уверяет исполком. Но ни один из них семью не устроил. Появится ли третий, будет решать уже суд. Заседание назначено на понедельник.
Александр Севастьянов, Александр Вольнов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Забор вместо детской площадки и прогулочной зоны. Жители 37-го дома по улице Калинина, Казани, требуют вернуть им придомовую территорию. По их мнению, ее занял сосед Казанский архитектурно-строительный университет. Руководство же вуза убеждает, земли используют законно. Доводы сторон выслушала Альбина Минибаева. Были качели, были скамейки. Мы играли здесь с детьми. Дом есть, а вот придомовой территории нет. У многоэтажки по улице Калинина остались тротуарная дорожка и тупиковая проезжая часть. О прогулках с семьей жильцы могут только мечтать. Больные выйти, посидеть, отдохнуть, нет такого места. В этом дворе детской площадки нет с 2010 года. Есть вот такая вот импровизированная песочница на месте старых колонн. Именно в таких вот и условиях приходится играть детям и их родителям. Их родителям тоже, да. Для детского счастья здесь отвели меньше 2 метров. Малыши развлекают себя как могут. Место спокойное, а вот в плане житья, вот с детьми гулять, никаких условий, ничего нет. Все, что за забором, это территория Казанского архитектурного университета. Именно с вузом у жильцов соседский спор. Мы пробираемся к своему подъезду буквально вот так вот пошагово. С надеждой, что будем развивать свой бизнес, и где пациенты будут уходить довольными. Но приезжает и негде поставить машину. Придомовая территория в ведомстве университета. В 1999 году дом строился для преподавателей. Жильцы в тесном контакте с Росимуществом и Министерством образования просят одного, чтобы вуз отказался от своей земли. Потому что если построил дом, то он должен был довести в законном порядке соответствии эту территорию. Это их представления, их хотелки, так скажем, да, которые никак не совпадают с нашими. Поэтому мы спорим с ними. Позиция вуза непреклонна. Землю отдавать в распоряжение жильцов руководство университета не собирается. Зачем нам отказываться от того, что есть? Это вот, сейчас здесь, потом с другой стороны еще соседи придут, скажут, давайте мы тоже, этот дурной пример, как говорится, заразительный. Вуз готов отдать часть своей территории до забора. За остальное он готов биться. Но добиваться своих прав намерены и жильцы 37-го дома. Надеются на помощь Росимущества. Разойтись с соседям законно поможет, видимо, только суд. Альбина Минибаева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. Их учат защищать родину с малых лет. Очень много тренировались, маршировали очень хорошо. На военно-патриотической игре «Вперед, юноармейцы» побывал Сергей Хайдаров. Именины пятнистых оленей. Яблоко вкусное, видишь? На дне рождения копытных из Красной книги побывал Салават Мухаммадуллиан. Новая жизнь промышленному центру Казани и резиденты для Свияжского мультимодального центра. Тенденции развития столицы и республики сегодня обсуждали в Доме правительства. Рустаму Минниханову представили концепцию мастер-плана Казанского финансового района. В перспективе он должен стать международным бизнес-центром. Суть проекта – реабилитация промышленной территории Новотатарской слободы и развитие инфраструктуры набережной реки Волга. Президент Татарстана провел встречу с председателем правления промышленной зоны Гебзе Вахитом Юлдырымом. В ходе беседы стороны обсудили вопросы, связанные с созданием совместной промышленной зоны на базе Свияжского межрегионального логистического центра. Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Максатом Бабаевым. Обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в нефтегазовой сфере. Алексей Песошин встретился с начальником дирекции железнодорожных вокзалов филиала РЖД Виталием Ваталевским. Стороны обсудили подготовку вокзальных комплексов в Казани к чемпионату мира по футболу 2018 года. В Доме правительства прошло заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений. В этом году ей исполнилось 25 лет. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Галина Килихсаева сказала, что социальное партнерство – это один из важнейших инструментов взаимодействия бизнеса, государства и работников. Радик Фархулин, Александр Севастьянова, ТНВ Казань. В районах республики не хватает национальных объединений. Самыми востребованными оказались украинские, белорусские и азербайджанские общины. Сегодня в Казани за круглым столом обсуждали актуальные вопросы миграции и этнополитики. Все в рамках акции «Экстремизму нет». Она будет идти весь сентябрь. Эксперты обсуждают, как не допустить радикальные взгляды. Только в этом году в республике на миграционный учет поставили больше 175 тысяч иностранцев. Борьба с экстремизмом стала одним из тезисов послания, с которым выступил накануне Рустам Минниханов. Президент назвал эту задачу важной и призвал к сотрудничеству представителей разных национальностей и вероисповеданий. Слова послания сегодня комментируют татарстанские духовные лидеры. Их выслушала Лина Зинатуллина.
укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. Эту не теряющую актуальность задачу Рустам Минниханов ставит перед всеми органами власти и духовными управлениями. Мы и впредь будем последовательно поддерживать усилия традиционных конфессий по противодействию любым формам радикализма и нетерпимости. Бок о бок в зале его слушали татарстанские лидеры конфессий. Он придал особую значимость проектов воссоздания Казанского собора, строительства Болгарской академии. И еще раз повторяю, слов на ветер президент не бросает. Построенная всего за год Исламская академия в сентябре уже приняла первых студентов. В соборе к зиме завершат кровлю и приступят к отделочным работам. Оба события – достояние верующих всей страны и грандиозная поддержка традиционных конфессий в Татарстане. Нет экстремизму, в один голос готовы сказать все религии. Сентябрь в республике проходит под таким девизом. Любая наша проповедь, любое наставление духовного наставника, оно является противодействием экстремизму, так как если человек, он приближен к религии, боится согрешить, боится своего Господа, он не причинит другому человеку вреда. Вызовов много, секты, сомнительные течения и опасные призывы. И если раньше лишь листовки на улицах и общение с теми, кто принес иные идеи из-за рубежа, то сегодня все это проникает в умы через интернет, а значит еще быстрее. Своей молитвой, обращенной к Богу, заступаться за этих людей и спрашивая для них обращения, то есть чтобы злые стали добрыми. Месячник экстремизму нет активно продолжается по всей республике. Уже завтра волонтеры от разных конфессий возьмут в руки метлы и грабли, чтобы вместе убраться на Арском кладбище. А в Елабуге православную и мусульманскую молодежь объединит товарищеский футбольный матч. Лена Зинатульна, Ильшат Мухаметов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Увидеть настоящих стрельцов, пищальников, стать с участниками ополчения и потренироваться под руководством ратных людей. Завтра на Островграде Свияжск пройдет военно-исторический фестиваль. Гостей праздника ждут ярмарки современных и исторических товаров, ремесленные мастерские и мастер-классы. В завершении праздника фаер-шоу. Военные игры сегодня стартовали у кадетов республики. «Вперед, юноармейцы» – так называются соревнования, в которых участвуют 500 детей. Стрелять, сдавать нормы ГТО и пройти тактическую полосу. Сергей Хайдаров все это увидел сам. Сколько лет штабит? 14. Возраст здесь никого не смущает. Каждый участник военно-патриотической игры уже знает о военном деле не понаслышке. Сергей Шерстабитов занимается в клубе «Патриот» Алексеевска 2 года. И пусть костюмчик ему пока велик, зато в победе Сергей не сомневается. Очень много тренировались, маршировали очень хорошо. Нас учил, очень много мы учились. И достойно маршировали мы. Думаю, что победим. А чтобы победить, учиться здесь действительно нужно многому. Важно не только хорошо маршировать и быть физически развитым, нужно еще умело управляться с оружием. Однако постоянно практиковаться в военном деле могут не все участники игры. К примеру, команда из Новошишминской гимназии тренируется только на уроках ОБЖ. Из-за этого нам немножечко маршировку приходится потруднее, чем к кадетам, потому что кадеты всегда почти обучаются этому. Для победы юноармейцам приходится в прямом смысле попотеть. Один из самых ответственных этапов – метание гранаты. Вес такой гранаты 600 грамм, и в этом испытании важно не только бросить ее дальше остальных, но и сделать это точно. Пока лучший результат – это 30 метров, и я попробую побить рекорд. Кажется, получилось. Победы и новые рекорды хорошо, но главная цель игры не столько оценить мастерство ребят, сколько проверить их силу духа и то, как они действуют в команде. Все это, естественно, способствует нашему такому историческому воспитанию нашего молодого человека. Богатейшая история России тысячелетия показывает, что именно вот таким образом наша армия во все годы, во все века именно своим духом брала и побеждала. До победы еще 3 дня. На финише определится сборная команда, которая представит республику на всероссийских играх юноармейцев. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Как будет развиваться республика, об этом размышляли участники Всемирного фестиваля молодежи. Он открылся сегодня в Казани. За 2 дня образовательной программы 200 делегатов пройдут обучение, тренинги и мастер-классы. Самые интересные идеи обсудят в Сочи. Доказать в очередной раз, что Татарстан – это спортивный регион, что Казань – спортивная столица. Вот. Ну и по всем остальным направлениям, что у нас и образовательный кластер, и все те инновации, которые сегодня существуют. Та культурная часть Татарстана, которая тоже сегодня развивается, надо обязательно все показать.
Она покорила французских и американских любителей поэзии. Сегодня Лилия Газизова отмечает 30-летие творческой деятельности. Где источник ее вдохновения и как не потерять веру в людей в каменных джунглях, узнавала Эльмира Шеймарданова. Музей Василия Аксенова, так же как и музей Горького и музей Баратынских, излюбленное место представителей разных видов искусства. Облюбовали его и литераторы. Именно сюда пригласила своих друзей и поклонников поэтесса Лилия Газизова. Лилия – это вот такой пример для подражания, даже как и странно звучит, потому что ты понимаешь, что надо двигаться, надо быть в движении, надо быть все время, как говорится, опережать время. Не сквозит истинные чувства, очень тонкие, воспитывает в человеке человечность. Просто пробивает на слезу, потому что настолько это душевный человек, настолько она пишет с душой. В меня не влюбляйся, поэт. 30 лет творчества. Юбилей поэтесса отметила с особым размахом. В июне выступила в легендарном нью-йоркском ресторане «Дядя Ваня». Лилия Газизова – дипломированный врач, как, впрочем, и незримо присутствующий сегодня на вечере и сам Василий Аксенов. Иосиф Бродский говорил, что смерть – это то, что случается с другими. Так вот, всякие круглые даты, события как бы рубежной важности – это то, что случается с другими. А я просто пишу стихи. Маленькая хрупкая женщина, а сколько творческих граней. Поэт, эссеист, переводчик, ответственный секретарь американского журнала «Интерпоэзия» и литературный консультант Союза писателей Татарстана. Я уже не могу писать, как раньше, но я еще не знаю, как писать по-новому. Талантливый художник слова сегодня читала «Избранное». Добрый Перенов подарил мне львиный рык и курицын кокоть. Она автор 12 сборников стихов, изданных в России и Европе. Но ближе и роднее казанского зрителя для нее нет. Эльмира Шеймарданова, Данил Филатов, ТНВ «Казань». Пятнистые олени под опекой ДРКБ. Над семьей копытных из Красной книги сегодня в казанском зооботсаде взяли шефство врачи. Как эту новость восприняли сами животные и насколько это востребовано для самого зоопарка? О новых попечителях Салават Мухаммадуллин. Маленький такой усачек, да? Маленький. Да, с рогами. Самец Милок, мамы Милашка и малышка, и даже Бэтмен, словно летучие мыши пятнистые, разбежались по всему вольеру от желающих поздравить их с днем рождения. В распоряжении пятнистых оленей сразу 2 вольера. Активные копытные из Красной книги не сидят на месте, разве что вот глава семейства уже минут 10 внимательно оглядывает нашу камеру. Гостеприимные копытные на именинах предложили полакомиться угощениями своим соседям-моралам, а овощные шашлычки из рук детей разлетелись на ура. Яблоко вкусное, видишь? Но кроме лакомств, копытным приготовили еще один подарок. С сегодняшнего дня они под опекой детской республиканской клинической больницы. Чтобы дети уже с малых лет знали, что доброта не только по отношению к детям, но дети тоже должны быть добрыми, расти добрыми людьми. Опека для оленей – правильный рацион. В холодное время года они больше всего нуждаются в витаминах в виде желудей и орехов. Мы рады любой помощи, хоть рубль, хоть 100 рублей. Мы содержим животных, 167 видов животных, и содержание всего зоопарка нам обходится примерно 70 миллионов в год. Но эмоции детей деньгами не измерить. Здоровые животные – залог ярких впечатлений и воспоминаний на всю жизнь. Очень понравилось. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. А далее в выпуске новости спорта и прогноз погоды. Я же прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Фабрика Милена. Новая коллекция обуви. Натуральная кожа от 1950 рублей. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. За один сеанс. 292 66 77. В Белке меховая истерика. Только 3 дня. Истеричные цены на норку от 60 тысяч. На мутон от 16 тысяч. Белка. Татарстан 7. УАЗ сделал настоящий внедорожник доступным. 100% драйва по честной цене. Теперь УАЗ Патриот от 699 тысяч рублей. УАЗ Канавто. Сибирский тракт 52 230 30 30. Счастье рядом. Из десятка предложений мы выбрали Южный парк. И это не случайность, а взвешенное решение. Современные квартиры по отличным ценам. Квартира в Южном парке – это новый уровень жизни для вас и ваших детей. В
поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Аргументы и факты. Голос великой страны. В каждом номере. Деловая среда. О всем, что дорожает, покупается и продается. Политика. Только анализ. Только первые лица. Здоровье. Учимся жить без болезней. Телепрограмма. Многим не нравится то, что мы пишем, но правда обязательно должна дойти до читателя. Аргументы и факты. Достоверно о главном. Двое мужчин в доме, а гвоздь прибить некому. Наносим отметку карандашом. Берем молоток и забиваем. Все понял? Научил? Да. С таким помощником мы тебе беседку на даче в 2 счета построим. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Минем бит анагам туда. Минава кайчандыр син жырлаган жырларны килим. Ул тынычлап, йоклап китә. Әлфия Авзаловага багышланган хәтер кичәсе. Сагыну. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. «Динамо Казань» вышла в финал чемпионата России по хоккею на траве. Уверенно обыграв во втором полуфинальном матче азовскую «Тану», команда проведет борьбу за золотые медали турнира. Напомним, плей-офф Суперлиги среди мужских команд начался 17 сентября. В первой игре татарстанцы выиграли азовцев на их поле 6-2. Нашим соперником в золотой серии до 2 побед станет команда «Динамо Электросталь», дважды в 1/2 финала обыгравшая «Динамо Строитель» из Екатеринбурга. Первая финальная игра состоится в Электростале 26 сентября, вторая в Казани 30-го. И здесь же 1 ноября пройдет 3-й матч, если он понадобится. В борьбе за бронзу сыграют «Тана» и «Динамо Строитель». К новостям стендовой стрельбы. Во второй день розыгрыша первенства России в Липецке татарстанские стрелки пополнили свою копилку 5 наградами. На высшую ступень пьедестала в командном трапе среди юниоров поднялась первая сборная республики. Участники первенства мира Геннадий Мамкин и Александр Филиппов в компании с Игнатом Рыжовым набрали на троих 332 мишени. В личном турнире вице-чемпионом России среди юниоров стал Александр Филиппов, совсем недавно перешедший на траншею из дубль-трапа. Он сумел выполнить норматив мастера спорта. Еще 2 медали татарстанцам принес микс. В упорном противостоянии со стрелками из Липецкой области Геннадий Мамкин и Полина Князева завоевали серебро, а Александр Филиппов и Анна Женкова – бронзу. Тем временем в Казани 28 сентября стартует чемпионат мира по спортивному ушу. Планируется, что в турнире на официальных мероприятиях примут участие представители 65 стран мира. Площадкой проведения чемпионата мира станет Центр гимнастики. Для России это чемпионат мира по спортивному ушу станет первым в современной истории. Первенство планеты проводится раз в 2 года на протяжении 26 лет. Право проведения чемпионата столица Татарстана получила 2 года назад на заседании Международной федерации ушу в Джакарте. Именно там прошло предыдущее первенство мира. Чемпионат мира пройдет по 2 дисциплинам – таолу и саньда – контактные поединки. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – санаторий «Ассы». С 1 сентября 2017 года санаторий «Ассы» Республика Башкортостан объявляет акцию «Осенний ценопад». Цены падают вместе с листьями. Цены на путевки снижены на 20%. Все подробности по телефону 8 906 100 ровно 30 50. С 1 сентября санаторий «Ассы» снижает цены до 20%. Также скидки для пенсионеров 5%. Все подробности по телефону 7 85 15. Код города 34 792. 8 906 100 30 50.
В предстоящие сутки существенных изменений в погоде не ожидается, только ночные температуры немного понизятся. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет малооблачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит до 3 градусов тепла, днем же до плюс 14. На северо-востоке преимущественно ясно, ночью плюс 4, днем же плюс 13 градусов. На севере Татарстана ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит до 3 градусов тепла, днем же будет до 12 градусов выше 0. На северо-западе будет ясно, без осадков, ночью до 3 тепла, днем же до плюс 13. На юго-западе республики малооблачно и сухо, ночью плюс 4, днем же до 15 градусов тепла. В центральном районе республики малооблачная погода сохранится. Температура воздуха в ночные часы составит до 3 градусов тепла, днем же будет до 14 градусов выше 0. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатно. Только в сентябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. «Данил Мастер» настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2167 166. В предстоящие сутки в Казани будет ясно. Ночью всего до 3 градусов тепла, днем же до плюс 15. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление повысится и составит 773 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Ожидается магнитная буря. Будьте внимательны к своему здоровью. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.